Ну да, возможно, упадет. Но упадет всего 3 верхних яруса. А наклон, кстати, объясняется ее тем, что вот эта стена западная при строительстве оказалась на старом фундаменте древней ханской мечети, которая стояла на этом месте во времена Казанского ханства. А восточная стена оказалась на обычном грунте. Когда грунт стал проседать, башня и стала наклоняться. Вот говорят, что 2 метра 2,08 у нее идет. Еще в начале 20 века, незадолго до Первой мировой войны, опоясали ее вот таким вот пояском железным, но делу не помогло, конечно. Башня такая легендарная, с легендой. Сюмбике. Такой неофициальный архитектурный символ Казани. Башня семиярусная, с граненым шатром, с позолоченным полумесяцем. С ней связана одна легенда. Ну, кстати, наклонная башня, конечно же, наклонена на северо-восток. Максимальное отклонение от вертикальной оси у нее 2 метра. И вот связана с ней одна легенда, как ханша. И звали ее Сююм Бике. Сюм любимая, Бике госпожа. Любил ее народ. Она свой народ любила. И вот когда-то весть об этой доброй, мудрой ханше разлетелись по всему свету. Долетели до русского царя Ивана Грозного, ему 22 года. Он молод и горяч, он решает жениться на ней. Отправляет послов с предложением руки и сердца, но гордая царица отказала. И вот тогда Иван Грозный в гневе собирает войско, идет в войну и наказание, осаждает ее. Сюмбике не хочет гибели своим подданным. Она согласна принять предложение русского царя, но только при одном условии, которое, как она считала, невыполнимо для него. Он должен за 7 дней построить самую высокую в Казани башню. Иван Грозный собирает самых лучших мастеров, зодчих, привозит их сюда, в Казани, за 7 дней, ярус за ярусом, башня начинает подниматься. Проходит неделя, башня готова. Готовится свадебный пир. Сюмбике просит разрешить ей в последний раз на город посмотреть, с подданными попрощаться, но только с высоты построенной башни. Разрешает ей Иван Грозный? Он же молод, не знает о коварстве женщин. Поднимается Сюмбике на 7-й ярус, прощальным взором окинула город, обернулась прекрасной птицей лебедем и улетела. А жители города так тосковали над своей царицей, что вместе с ними в печали склонилась и башня. Вот такая вот печальная она у нас стоит.